испанский гость Хавьер. Хавьер занимается ложеведением, он занимается производством. Маленькой охоте вот относятся вот, кролики, зайцы, да, вот, пернатые. А к большой охоте относятся вот, олени, кабаны, вот такие более крупные животные. Мы решили у него узнать, где в Испании делают лучшие приклады. Он посоветовал Хавьера, Хавьера и его отца, как лучшего мастера по всей Испании. Они научились вот заходы подгонять стыки с точностью до микрона. Да. Ребята, здравствуйте! С нами сегодня гость, испанский гость Хавьер. И получается, меня зовут Юлиан, и у нас есть Михаил, который непосредственно сейчас снимает в данный момент и будет непосредственно переводить. Как дела, Хавьер? Muy bien, muy bien. Здорово. Contento de estar con vosotros. Да. Хавьер занимается ложеведением, он занимается производством. Сегодня ребята начали свое производство расширять, и сегодня мы с Европы будем предоставлять нашему русскоязычному населению приклады для спорта и для охоты. Поэтому сегодня у нас представляется интервью с Хавьером непосредственно с Испании, город Иви. Поэтому первый вопрос я задам Хавьеру. Хавьер, расскажи, пожалуйста, сколько лет ты занимаешься прикладоведением? Pues nosotros nos dedicamos desde yo precisamente sobre unos 25 años y mi padre hará pues cerca quizá de los 40 años que está trabajando en esto. Хавьер сам занимается около 25 лет, а его отец уже более 40 лет. Здорово. Сколько, получается, вы в общей сложности сделали прикладов? У вас есть какая-то статистика? Más o menos se suelen producir sobre unas 150 culatas por año, más o menos. Entre 150 y 200. Todos los años. Un año. Un año por año. ¿Cuánto? 150 y 200. 150. В год они делают около там, 50 прикладов. Вау, супер. Кто ваши в основном клиенты? Охотники или спортсмены? Principalmente son todo tiradores. Un 90% del trabajo está todo dedicado a la competición. Un 10% a cazadores. 90% всех заказов это в основном спортивные ружья. Делают для спортсменов и 10% для охотников. Да, я посмотрел, какие у него классные изделия. И в основном это спортивные. Здесь я встречал спортсменов, было очень много ребят, которые приходили, и мы общались на одном языке практически с ними, и они стреляют в разные дисциплины. Какие они дисциплины стреляют? Normalmente suele ser para el tiro al plato. Sí, tiro al plato es... Y sporting también, pero principalmente tiro al plato. Стрельба по тарелкам, спортинг и трап. Круто. Хавьер, расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься в свободное время? Охота, там, прогулка с семьей, что-нибудь такое? En el tiempo libre lo que tiene que intentar uno es olvidarse de todo este tema para desconectar un poco del tema de las armas. Durante la semana pues es mucho trabajo, mucha tensión, muchas llamadas de teléfono y en el tiempo libre lo que necesita uno es también un poco desconectar de todo, apagar el teléfono y no acordarse de nada. Naturaleza, sí, claro, naturaleza, amigos, intentar viajar, bueno, ocio un poco de general. Он говорит, что он очень занят по работе и в свободное время хочет вообще отключиться вот от темы ружей, да, от темы вот, прикладов, дерева. И он будет гулять по природе, встречаться с друзьями. Здорово. Хавьер, что вот в твоей продукции больше всего уникально? Какие ты выделяешь преимущества? ¿Y cómo te берешь замеры? Bueno, principalmente yo creo que es la calidad en el trabajo y sobre todo la posibilidad de hacer cualquier tipo de trabajo en madera, de cualquier arma. В основном это премиум качество. Они научились вот за годы подгонять стыки с точностью до там, микрона, да? Ну, то есть вообще стыков нет, можно сказать. И он говорит, что ну, в основном они делают очень качественные вещи, и плюс у них дерево премиум качества. Вообще супер. Миша, мы можем рассказать, как мы познакомились с Хавьером, да? То есть где мы узнали про них? Да, мы
пришли на стрельбище, и на стрельбище там был хозяин, и мы решили у него узнать, где в Испании делают лучшие приклады. И этот старик оказался чемпионом мира по стрельбе. В то время они стреляли по птицам. Он являлся чемпионом мира, чемпионом Испании. И он посоветовал Хавьера, Хавьера и его отца, как лучшего мастера по всей Испании. Да, это вообще было круто, это было очень замечательно. Мы пришли, посмотрели качество. Здесь у отца Пепа и у Хавьера просто, я не хочу замыленно говорить, я вижу глазами, настолько вот мой опыт в стрельбе, в прикладоведении, прямо он совпадает, реальность моя по дизайну, по как он берет замеры, все прямо четко. И вообще мне очень понравилось в Испании то, что здесь люди очень гостеприимные. Хавьер, сейчас мы немного еще продолжим. Скажи, пожалуйста, здесь в Испании есть какая-то охота? Занимается ли ваш отец охотой или вы сами? Sí, sí, España es un país que tiene una gran tradición en el tema de la caza. Ahí hay muchos cazadores, sí. Sí, aquí normalmente la caza va todo son fincas, son privadas o depende de quién las gestione y se puede cazar ahí sin ningún problema. Хавьер говорит, что здесь исторически много охотников. Он говорит, что в основном эта охота производится охотугодия, за плату. И там разные есть охотугодия, и можно охотиться вот так. Здорово. На кого больше всего охотятся у вас? Это пернатые или копытные? Или все вперемешку? A ver, aquí siempre en España un poco la tradición de la caza siempre ha sido la caza menor. La caza menor. Aquí la caza menor es lo que comúnmente se llama pues el conejo, la perdiz, la paloma, pero cada vez más se va introduciendo más el tema de la caza mayor. ¿Caza mayor, no? Sí, caza mayor. Caza mayor, ¿cuál animal es? Pues el jabalí, Jabalí. sobre todo el jabalí, el ciervo, el corzo, todo ese tipo de animales, solo que cada vez se está cambiando un poco quizá más la caza menor por ese tipo de caza. У них отличается в Испании охота, у них подразделяется на маленькая охота и большая охота. К маленькой охоте относятся кролики, зайцы, пернатые, а к большой охоте относятся олени, кабаны, такие более крупные животные. Круто. Ну что, мы будем подходить к концу, и перед этим я задам еще вопрос. Хавьер, ты стреляешь по тарелкам сам лично? Охотишься? Yo tiro al plato en ocasiones cuando tengo tiempo o eso, sí que tengo escopeta y suelo disparar. No asiduamente, pero sí que a veces voy y disparo. Он говорит, что обычно он, когда есть свободное время, может пойти пострелять. Круто. ¿Cuántos puedes tirar por 100 platos más o menos? Ah, por 100 platos, depende, pero todo lo que se puede. Todo lo que se puede. Ну что, друзья, давайте поблагодарим на этом коротком интервью Хавьера за то, что он нам представил возможность русскоязычному населению СНГ и нам, ребятам, представить свои приклады. Сейчас я хотел пригласить Михаила. Михаил, можешь провод отодвинуть. И давайте встанем, Михаил. Давайте, я пока Михаила сейчас, друзья. Михаил, встань сюда, пожалуйста. Друзья, добро пожаловать к Михаилу. Михаил живет в Испании уже 6 лет. 5 лет. И непосредственно знает испанский язык. Здесь вот такие ребята вообще очень прямо терпеливые, гостеприимные, дружественные. Добро пожаловать, заказывайте приклады. Контакт телефона будет указан Михаила. И напрямую через Хавьера я буду им помогать наставничеством, замеры. С вами, ребята, работать с Михаилом. Михаил сам спортивист, да, Михаил? Стреляет спортинг, занимались якутскими бергами. И, соответственно, вот нас все это сюда привело. Поэтому пожелаем Хавьеру Muy bien. да, удачи, успехов в бизнесе. Thank you. Да, чтобы, как говорится, попадай на лету, однако. До скорой встречи, друзья. Увидимся.